Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодняшний выпуск мы будем проводить около вот этой вот развязки круговой, около столичного рынка. И хотелось бы отметить, что в городе Якутске не так много мест, где можно провести интересный досуг в кругу своих близких, друзей, компаний, будь то день рождения или еще что-то. Поэтому сегодня мы покажем вам достаточно новое место в нашем городе, где можно все это получить. И это картинг-центр «Турбо». Там мы попробуем испытать себя не только в роли водителя картинга, но также поделиться с вами своими эмоциями. И в целом давайте посмотрим, что там находится внутри. Ну что, мы заходим уже непосредственно в само помещение. Здесь, как видите, сразу вас встречает не только ресепшн, но также, как я вижу, скорее всего, можно проводить соревнования между друзьями и занимать первые, вторые, третьи места. Ну, а сам, ух ты, смотрите-ка. Вот такой вот, вот такая вот трасса. Я вижу здесь табло, но об этом, я думаю, что мы поговорим поподробнее непосредственно с персоналом. Испытано на себе. Первый крытый картинг-центр «Турбо» в Якутске. Мы рады принять вас и ваших детей у себя на трассе. Дни рождения, гонки с друзьями, разовые заезды у нас. Скорость, драйв круглый год. Наш адрес – окружное шоссе, 4-й километр, дом 2, 240524. Но прежде чем мы начнем, давайте познакомимся. Петр Ефимов, директор картинг-центра «Турбо». Привет. Петр, здравствуйте. Ну, Петр, на самом деле, первое впечатление, когда зашел, да, очень, для нашего города, по крайней мере, очень интересно, да, и в целом, конечно, картинги были, но это в основном в летний период, такой на улице, да, все это происходит. Но вот именно здесь, я так понимаю, это формат круглогодичный. Да, это крытый картинг. Но мы вот решили то, что нет в Якутске картинга именно вот чтобы могли покататься взрослые. Только вот детские картинги, и мы решили сделать вот крытый картинг, но вот так как именно крытый в связи с тем, что у нас лето очень короткое, да. И чтобы дети могли подольше, побольше покататься. Ну и дети, и взрослые, получается. И дети, и взрослые, да. У нас есть ограничения, это вот по росту для детей от 130 сантиметров, а для взрослых по весу до 100 килограмм. То есть выше 100 уже карт будет медленно ехать, уже не вывозит. И поэтому мы берем как бы до 100 килограмм. Ну, вот здесь я вижу, что у вас прямо есть на входе есть ростомер, нижняя отметка и, соответственно, верхняя отметка и весы. Да, весы. Все проходит контроль, администратор вас пропускает, и тогда вы уже можете приступать к катанию. Проходим технику безопасности, инструктаж и начинаем заезды. А когда вы открылись? Мы открылись в июле месяце. В июле месяце. В июле месяце, Были пробные периоды, пробные заезды, все подстраивали, настраивали, дорабатывали. И сейчас, в принципе, уже максимально готовы принимать людей. Ну, обычно, вот, допустим, проведение, например, дня рождения или какого-то торжества, да, подразумевает то, что люди находятся за столами, да, то есть есть какая-то такая... У вас есть такая зона? У нас есть специальная банкетная зона для проведения мероприятия. Она находится на 2-м этаже, и с нее есть вид на трассу. То есть можно, если не участвуешь, то как зритель может посмотреть? У нас в нашей трассе участвует максимальное количество людей, это 3 человека. А остальные могут, вот кто сверху сидит, они пока кушают и смотрят как катаются их друзья. Там у нас оборудован стол, есть PlayStation, люди могут посидеть, поиграть, покушать. Максимально тоже все оборудовали для комфорта гостей. Ну, я думаю, сейчас можно уже пойти начинать, посмотрим экипировку, да, подберем и познакомимся с картингами, потому что для меня картинг это такое что-то на моторе, да, то есть такой бензиновый, да, по крайней мере. У вас они? У нас они электрокарты, да. Так как мы находимся в помещении, чтобы не было сильных выхлопов этого всего, мы решили все-таки
на электрокартах становиться. Ну, это экологично и безопасно. Да. Ну а сейчас мы видим непосредственно сами железные кони, да, на которых будем сегодня передвигаться. Петр, расскажите про их технические характеристики. Ага, наши карты фирмы Segway. Они у нас не профессиональные, конечно, полупрофессиональные, можно сказать. Ага. Технические характеристики. У наших карт есть 3 скорости. Детская скорость 10 км в час, более быстрая 20 км в час и максимальная это 30 км в час. Ага. То есть она регулируется в зависимости от того, кто Да, у нас находится как за бы- рулем, да? Да, нет, инструктора мы сами выставляем скоростя. То есть, если ребенок маленький, мы даем ему маленькую скорость, он катается на маленькой. Если уже человек максимально готов, максимально хорошо проезжает круги, мы можем позволить ему покататься на максимальной скорости. Ага. Ага. Наши карты регулируются. Вот можете посмотреть на примере этих 2 картов. Этот отрегулирован для ребенка ростом от 130 сантиметров, а это уже прям для взрослого человека и спокойно может доставать до педали. Да. То есть он удлиняется. удлиняется, да. Ага. В целом это та же самая модель, просто она Да, отрегулирована да, под больший рост. Ага. Хорошо. И сколько кругов можно, допустим, на одном заряде батареи проехать? Или Это зависит от скорости, да. То есть, что если, первая скорость самая минимальная, там можно хоть прям часами кататься. Да. На максимальной скорости там уже минут 15 и полностью батарейка нужно садишь, да. заряжать. И зависит от того, как человек ездит. То есть агрессивная езда, постоянный газ в пол, это прям сильно сажает. Если ехать прям аккуратно, и стараться улучшить свой круг, то тогда, конечно, она хорошо выдерживает. То есть, что у нас заезды длятся 10 минут, этого вполне хватает. Ну, я вижу, что их не 1, не 2, не 3, да, Да. достаточно большое количество, что, в принципе, для большую компанию даже можно как бы обеспечить постоянным практически участием. Да, мы вот проводим дни рождения прям по 4 часа. И 4 часа непрерывной езды можем себе позволить. Обеспечивается. Да. Ага. Здорово. Так, по безопасности, да, то есть технику безопасности, это понятно. А здесь у нас есть шлемы, да, все как у настоящих гонщиков. Да, шлема у нас обязательное условие это шлема и защита на шее. Шлема у нас идут по размерам, самые маленькие и вот самые большие. Ну вот самый большой это моя тема, наверное, потому что у меня объем головы, так, 62-64 где-то. Да, и То есть это также есть вот цель. шлема такого плана, грубо говоря. Ага. Они прям фирмы Картов. Ага, они прям их. Ну, это обычно надевают девушки, которые не хотят макияж свой. Попортить макияж, да. Хорошо. И видим, гоночная одежда есть, да, также? Также ну, есть, если так да. можно сказать, да, то есть это спецодежда для участия. То есть не надо бояться, что ваши джинсы Да, выходные да, там, да, или да, костюм, да. да, что-то помарается или еще что-то. То есть, в принципе, все здесь есть. Всех размеров, от 130 до 190. И в основном 2 цветов, красный и черный. Ну, наш картинг весь как немножко красный и черный, наши цвета. Наши поэтому, фирменные цвета, да? Наши фирменные цвета. Хорошо. Так, ну, сейчас я подберу себе форму и увидимся через несколько секунд. Испытано на себе. Так, ну, сейчас, в принципе, я надел прямо на верхнюю одежду этот костюм, спецодежду гоночную, и сейчас буду надевать шлем. Ну вот, кстати, хотелось бы отметить, да, что здесь по гигиеническим, да, нормам, Да, конечно. все видите, шапочка, ну а в целом сам костюм надевается сверху вашей одежды, то есть не на, как сказать, голое тело. Так. И шлем. Шлем самого большого размера. Так, ну-ка. У меня всегда проблемы с головными уборами. О, Спокойно уже. отлично. Так, как открывается? Ага, о. Все, отлично. Теперь я себя ощущаю. А, еще, Еще надевание защиты на еще и шею. защита шеи. Да, потому что на картинге в целом, ну, не избежать вот таких вот, да, допустим, Да. моментов, резких поворотов. Так, слышно ли меня? Слышно? Все. Сейчас мы, кстати, видим здесь, проходит, по-моему, тренировку, да? Или это представительницы автоклуба «Автоледи».
Вот мы сейчас с ними пообщаемся и узнаем вообще их впечатления. Так, давайте познакомимся. Это представительницы автоклуба Автоледи 14. Автоледи 14. Кого объединяет ваш автоклуб? Объединяет женщин, которые за рулем. Мы все встречаемся, у нас бывают профессиональные съемки с видеографом, забеги, пробеги, кофе пьем. Здорово. А машины какие-то определенной модели или просто главное, что есть машина? Главное, что есть машины, у нас есть вообще абсолютно разные машины, разные марки, разных габаритов. Ваши впечатления о картинг-центре? Вот, нескольких. Это потрясающее место, тут можно реально вот стрессовой как-то вот скоростью вот этими вот дрифт сделать тут классно. И, по-моему, мне кажется, длина вообще самое то. И не сильно устаешь, и можно вообще выдохнуть полностью. Скажите, вот вообще в целом картинг-центр, он такой не только для детей, а он еще и для взрослых. Есть ли в этом какие-то плюсы и вообще вот, ваше мнение по этому поводу? Да, это, мне кажется, отличное заведение. Обычно же у нас родители в сторонке стоят в семейных центрах, а тут прям и родитель может отдохнуть, и ребенок отдохнуть, и все равно это сплочает семью, мне кажется. Скорость — это вообще очень классно. Спасибо, спасибо. Успехов вам и вашему клубу. Спасибо большое. Испытано на себе. Так, мы упомянули про мероприятия, да, которые можно проводить. И в целом, вот мы сейчас в каком помещении находимся? Что это? Мы сейчас вот находимся в банкетной зоне, где наши гости могут отпраздновать дни рождения, провести какие-либо мероприятия, поиграть в PlayStation. У нас оборудована небольшая кухня, есть одноразовые приборы, посуда вся. И также вот есть стол. И самая фишка — это вот окно. С этого вот окна родители, друзья, все, кто находится, могут смотреть на трассу, пока не катаются. Сразу видно Следить и табло, болеть. можно смотреть, кто Болеть какое за место своих. болеет за своих. Да. Прежде чем приступить к заезду, надо будет пройти небольшой инструктаж технику безопасности и расскажу по управлению нашим картами. Так, основные правила — это не выходим ни в коем случае на саму трассу, когда другие ездят. Когда вы сами ездите с карты, самостоятельно не встаем. Встаем только по моей команде и садимся тоже только по моей команде. Обязательно пристегиваем ремни безопасности. И во время езды руки, ноги не вытаскиваем за пределы карты. То есть Все, да. компактно. В принципе, руль у нас не оснащен никаким гидроусилителем, поэтому он довольно-таки тяжелый для поворота. Поэтому держимся обязательно двумя руками за руль и управляем. Так, по управлению. Управление, в принципе, несложное. У нас есть две педали. С правой стороны у нас газ, с левой стороны тормоз. Также карта, так как он с электро, оснащен задним ходом. Задний ход включается двойным нажатием тормоза. Дважды нажимаем тормоз, карта начинает издавать звук, пищать, и нажимаем газ, едем назад. Соответственно, также и выключается. Двойным нажатием тормоза перестает пищать, едем вперед. А это ручник, да? Все, да, есть ручник, но он у нас механический. Зажимает колесо. Зажимает колеса. Ну, в принципе, это, не знаю, для любителя. По идее, карта у нас чисто работает задняя ось, то есть вы нажимаете тормоз, и также задние колеса тормозят. То же самое. То же самое. Ну что, сейчас уже непосредственно тот момент, когда я сяду в карт и попробую сделать тестовые круги. Табло обновлено, и можно будет смотреть на прогрессию и вообще за какое время я прохожу круги. А в целом есть, наверное, какие-то уже рекордсмены, да? Рекорды есть, но пока еще, как бы сказать, неофициально. Мы их трассу все дорабатывали, и сейчас вот трасса уже максимально доработанная, и в дальнейшем мы планируем сделать список топ рейтинг, в общем. То, сколько фамилий будем записывать, и кто будет лучше круг проезжать. Ну и чтобы люди, конкуренция была. Будет такой непосредственно рейтинг в будущем. Хорошо. Так, ну что? Кажемся. Так, ну сейчас попробуем. Запикало, уже работает, да? Кончик нажимаем.
А, у каждого карта еще есть пульт, да? Свой. Ну, если, вот видите, по идее, ушли с места для него. А, Ясно, чтобы люди сами не переключили. понял. Это он завелся, да? А какой режим? Со второго, наверное, точки. Первый медленный, да, хорошо. Так, Видим прям вот этот клик, столб, зеленые точки, да? ага. Вот ее проезжаете, начинаете общаться. А потом, Потом на второй кнопку сделали, проезжаете и блин, покажешь. То есть вам нужно как минимум два круга. ага, хорошо. Так, надо было пешком посмотреть. Ну там конфигурация какая? Вот так, потом заворот есть, да, какой-то? Ну, прямо, да, посмотрите. Ага, хорошо. Ух ты. Ого! Очень чувствительное управление. Сорок 4. О, 39. Такое ощущение, что она на повороте разгоняется еще. А когда финиш? Еще, да? 38. О, на секунду быстрее. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага. О, задний ход. Класс, класс. Испытано на себе. Так, ну а сейчас будет обновлено табло и будет такой стандартный заезд из 3 картов. Тоже на второй же, да? Да. Все готовы, да? Первый, поехали. Так, снова у меня немножко сложности с управлением. О, разгон на повороте. Так, меня догоняет. Догоняет. Так, лучшее время у меня было 38 секунд. Сейчас посмотрим. 37. Так, ну с каждым кругом все лучше и лучше.
Ой, прямо дышит. Дышит в лоб. В лоб, в затылок. Так. Так. Ничего себе время. 34. У одной из участниц время 34 круга. Это же быстрее моего. Ай. Так, ну радует то, что я увеличиваю время, уменьшаю время заезда, время круга. Есть какая-то прогрессия. Но меня уже догоняет. Чуть не въехал в бордюр. Нет. Лучшее время было 34, сейчас 35. О, прямо сзади меня. Так. Прямо на хвосте. Есть контакт. Ой, еще один. Да, начал собирать бордюры. Ну все, меня официально догнали, по-моему. Я быстрее не могу ехать. Я оторваться не могу. Все. Давайте. Третья скорость. На третий? О, давайте. Так, сейчас будет третья скорость. Оно держит дистанцию. Готовы? Кто? Третья, да? Где тормоз? Я до этого тормозом не пользовался. Ничего себе. Ой, вообще зверь. Боже. Машина, зверь. Ничего себе. Ой. Это что такое вообще? Мощно. Я аж боюсь. Наверное, можно дрифтовать, но у меня предел. То есть здесь по весу не больше 100 килограмм, но у меня как раз где-то под 100. Поэтому дрифтовать тут, конечно, ну, по крайней мере, я побаиваюсь. Вот на прямой разгоняться можно. Снова меня догнали.
это вообще совсем другой картинг. То есть второй режим, он больше для вкатки, для тренировки, чтобы понять управление. Ух ты, вот и получается немножко дрифтовать. Все, да? Фу. Да, третий режим совсем другое дело. Ничего себе. Вообще два разных этих. Испытано на себе. Так, сейчас у нас будет уже показательный заезд, можно так сказать. Шутка. Вот, Петр. Стой. Готовы? Можем ехать, да? Все, поехали. С места как пушка. Ой. Перегрузки. Ой-ой-ой. Повороты надо научиться вписываться. О, 30 секунд, ничего себе. Ой-ой-ой. Жестко. Ой. Петр прямо сзади не отстает. Так, в конце, наверное, можно будет сделать разбор полетов. Ух. Мощно. Ух. Я уже устал. Дрифт. Лучшее время 30 секунд. Ну, неплохо. Все, да? Заезд закончен.
Класс. Нет, здорово. Сейчас отдышусь и будут итоги. Так, где? Да ладно. Вот так вот. Испытано на себе. Так, ну, завершились пара-тройка заездов. На самом деле начали мы со второго режима и уже на третьем в завершении. Ну, Петр посмотрел, вроде бы неплохо я ехал. Вот у меня на самом деле сейчас немного даже от эмоций, немного даже руки трясутся, потому что на этой прямой можно разогнаться, но самое главное, как во всех гонках, да, то есть вовремя оттормозиться, зайти в поворот, чтобы не задеть бордюр. Петр, вы за мной ехали, вот, ну, в последнем зачете, ну, заезде, да, вообще, может, какие-то ошибки или как вообще себя вел на трассе? Но вообще в целом очень даже хорошо проехали вы. Ага. Заносов практически не было, всю трассу хорошо держали, скорость вовремя тормоза нажимали. Единственный момент, вот на вот последнем повороте надо больше брать внешнюю сторону. Тогда будете хорошо заезжать и не ударяться вот в стеночку. Тут я постоянно, да. Там очень близко проезжали, либо иногда вообще задевали. А так в целом очень даже хорошо. Хорошо, отлично. Ну, я думаю, вообще вот я вот сейчас представил, если бы с своими друзьями, да, например, мы сначала покушали бы, да, поздравили там именинника, потом разбились бы на тройки и начали бы в зачет ездить, ну, по-моему, это вечеринка, это мероприятие было бы, запомнилось, конечно, своей необычностью и вот этим вот, конечно, новыми, хорошими, интересными эмоциями. Вот, но это еще не все. Помните, когда мы заходили сюда, в картинг-центр Турбо, на входе был пьедестал, да, подсчета. Давайте мы перейдем сейчас туда и узнаем результаты. Ну что, по результатам нашего заезда мы начинаем церемонию награждения. Асель занимает почетное 3-е место. И бурные аплодисменты. Проходите. Вот сюда. Так, вручение медали. Поздравляем, поздравляем. Так, 2-е место. Там даже есть результаты. Я вот отсюда вижу, что лучший круг у меня был 30 секунд 2 сотые. Занимаю, соответственно, я. Вот поэтому я иду на 2-й пьедестал. Спасибо. Ну и 1-е место, друзья, это интрига, но 1-е место занимает директор картинг-центра Турбо Петр. Давайте поаплодируем. Вот, ну что, как вы видите, можно, да, кстати, еще и кубок победителя. Вот. И представьте, что, друзья, у вас день рождения или еще какое-то мероприятие, и оно завершается не просто поздравлениями, допустим, и поеданием пиццы, но и вот таким вот, такой церемонией награждения и выявления победителя. Поэтому хотелось бы поблагодарить картинг-центр Турбо за очень интересный досуг. Я думаю, что он понравится жителям нашего города. Ну и от себя хочу добавить, что таких эмоций я не ожидал, да, получить здесь, в таком крытом картинге. Ну, вот когда скорость, все это прямо, вот особенно, я думаю, что то, что красно-белые, да, вот эти отбойники, они прям летят вот на тебя, и скорость очень хорошо ощущается. Ну, а это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Не стесняйтесь, приходите в картинг-центр Турбо и испытайте эти же эмоции. Первый крытый картинг-центр Турбо в Якутске. Мы рады принять вас и ваших детей у себя на трассе. Дни рождения, гонки с друзьями, разовые заезды у нас. Скорость, драйв круглый год. Наш адрес – окружное шоссе, 4-й километр, дом 2, 24 05 24.